60-летний эколог Александр Бутин в день обвала как раз работал на свалке. В последний раз выходил на связь с родными за час до трагедии. Бутин единственный, о судьбе которого пока ничего не известно. Спасатели надеются, что пожилой мужчина успел убежать в лес возле места обвала. Туда отправили военных и полицейских кинологов. Тем временем трагедия на городской свалке вызвала шквал критики в адрес местных властей. В городской совет, где накануне проходило внеочередное заседание, жители расположенных рядом со свалкой сел и общественные активисты вкатили мусорные контейнеры. А потом вообще заблокировали выход из зала. А группа оппозиционных к мэру депутатов даже вынесла на голосование предложение об отставке Андрея Садового. Но нужного количества голосов идея не набрала. Проблема номер один Грибовицкой свалки – это рекультивация. Ни один инвестор не предлагал рекультивации, потому что это не прибыльный проект. Сейчас это стоит 600 миллионов гривен. Что дальше делать с городской свалкой и возобновит ли она работу вообще, в мэрии Львова пока не говорят. Сегодня говорить о возобновлении работы городской свалки слишком рано. Сначала нужно стабилизировать ситуацию, провести исследования и принять решение совместно с учеными. Тем временем львовский мусор вывозят на свалки других городов области. Иногда это и 100 километров в одну сторону. Но долго так продолжаться не будет, ведь принимать ежедневно 1000 тонн чужих отходов вряд ли кто согласится. Ирина Сандуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Украина.